Реки. В Беларуси их насчитывается более 20 тысяч. Они – ценный источник пресной воды. Возле рек появлялись первые поселения. Древнейшая человеческая цивилизация появилась между двух рек – Тигром и Ефратом. Быть может, где-то в Беларуси есть свое междуречье, настоящее терра инкогнита. Максим Немчинов, орнитолог, искренне уверен, что некоторые представители рода людского произошли вовсе не от обезьян, а от бакланов. Особо сварливые представители бакланов с ученым не согласны и вступают в полемику, считая, что находятся на более высокой ступени развития, нежели представители Homo sapiens. Всем привет! Знаете ли вы, сколько рек в неизвестной Беларуси? Ни много ни мало 20 800. Это действительно немало. Но большинство из них небольшие. Крупные можно пересчитать по пальцам. Западная Двина и Неман несут свои воды в Балтийское море. Припять, Березина, Сош впадают в Днепр, а Днепр в море Черное. Но только одна из названных мною крупных рек и начинается, и заканчивается в Беларуси. Ее величество Березина. Место ее встречи с Днепром – Смычок терра инкогнита. И сегодня мы решили найти его. Так что немедля в путь к открытию тайн терра инкогнита неизвестной Беларуси. Есть в Беларуси место с лирическим музыкальным названием – Смычок. Это заказник. На его территории смыкаются две реки. Березина – самая длинная река на всем своем протяжении, текущая на территории нашей страны, и Днепр – одна из крупнейших рек Европы. Древние мало что знали о верхнем течении Днепра и долго не могли найти устье Березины. Что ж, мы попробуем проделать работу древних первооткрывателей и увидим своими глазами, что же такого особенного вместе слияния встречи двух великих рек. Терра инкогнита перед нами. Мы прибыли. Смычок – это часть музыкального инструмента. Может быть, заказник по форме напоминает смычок? Но нет. В псовой охоте смычок – это два ошейника, соединенные короткой цепью. Быть может, когда-то этот край был популярным местом псовых охот? Сомневаемся. Вероятнее всего, название заказника происходит от слова «смыкать», «соединять». Ведь именно здесь соединяются воедино две великие белорусские реки – Березина и Днепр. Смычок. Республиканский ландшафтный заказник. Площадь 2635 гектаров. Располагается в Жлобинском и Светлогорском районах. Границами заказника на востоке, юге и западе являются реки Березина и Днепр. Создан в 2000 году для сохранения природного комплекса с популяциями редких и исчезающих видов растений и животных. В составе флоры заказника зарегистрировано 485 видов сосудистых растений, из них 5 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. Основную часть территории занимают пойменные луга. В структуре лесных насаждений преобладают пойменные дубравы. Фауна включает 140 видов наземных позвоночных животных, 10 видов амфибий, 4 вида рептилий, 105 видов птиц, 21 вид млекопитающих, 3 вида рыб и 9 видов птиц. В границах заказника обитает 13 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных. Когда-то эта дорога шла на некотором удалении от берега Днепра. Сейчас самый край берега, самая кромка подступила. Все реки постепенно размывают один берег. Получается довольно крутой обрыв. Там уже зависит от крутизны склонов, от высоты насыпанных холмов. А другой берег, как и здесь, откладывается пологи, выносится туда песок из русла. В основном эти процессы происходят во время паводков, наиболее интенсивно. Движение воды, движение земли создают такие причудливые формы. Хотя ходить и ездить здесь уже, конечно, небезопасно. Днепр – это река, которая часто разливается. Или, по крайней мере, часто разливалась раньше, причиняя серьезный урон людям. Но помимо стихийных бедствий, которыми Днепр усложнял жизнь, он также приносил и много пользы своими разливами. В пойме и на берегах росла сочная трава, которой питался скот, а вторичные озера, такие как это, были богаты рыбой. Берега Днепра также были известны произраставшей здесь лозой, которая давала сырье для промысла, особенно распространенного в Украине. Из лозы изготавливали и продавали различные предметы быта. Этажерки, диваны, шкафы, дорожные чемоданы и даже шляпы. Республиканский заказник «Смычок» образован в 2000 году, в сентябре месяце, на территории Жлобинска и Реческого района.
Общая площадь заказника составляет 2635 гектаров. Он образован с целью сохранения в естественном состоянии уникального уголка природы, с целью сохранения редких растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. Здесь старинные леса, ландшафт такой именно лесной. И он находится на слиянии двух республиканских рек, как Днепр и Березина. Как и в любом другом месте, неподалеку от которого протекает Березина, река миллиона наполеоновских золотых карет, здесь земля буквально пропитана авантюризмом кладоискательства. На Жлобинщине вся эта наполеоновская история с кладом обросла дополнительными подробностями. Местные жители считают, что вот эти вот песчаные холмы – это на самом деле курганы, в одном из которых зарыта целая карета с золотом. И очень расстраиваются, что некомпетентные археологи не хотят выкопать карету, полную драгоценных камней. Хотя команда Terra Incognita, которая уже не одну собаку съела на поисках кладов, утверждает, что никакие это не курганы с золотом. Это стоянка доисторического человека вот на этих песчаных холмах, о чем свидетельствуют многочисленные и в том числе материальные, скажем так, свидетельства. Вот эти вот черепки керамики очень наглядно показывают, да, что здесь жили люди, а хороший специалист наверняка даже сможет сказать, к какой культуре относилось это поселение. Но не всех какие-то куски глины могут разубедить. А мы продолжаем искать место встречи Березины с Днепром. Поскольку за годы путешествий по неизвестной Беларуси у нас выработался стойкий иммунитет к золотой лихорадке, отправляемся дальше на поиски встречи Березины и Днепра. Тут на отмелях Днепра, видимо, много мелочи. Цапли кормятся. Несколько штук. Белая, вот серая. Сейчас у них будет какое-то выяснение территориальных отношений. Ага, прогнала. Да, она тут раньше стояла. Выжидала добычу, серая цапля. Вообще, белая цапля еще не так давно была довольно редким видом. Где-то в 80-х, 70-х годах только начала заселять территорию Беларуси. И, соответственно, охранялась, считалась редкой, попала в Красную книгу. Как и бакланы. Но уже к нашему времени численность они нарастили, бакланы особенно. И даже создают проблемы рыболовам и рыбоводам, поскольку конкуренты все-таки рыбой питаются. Особенно бакланы. Цапля рыбу поменьше выбирает, а бакланы и довольно крупную потребляют. Поэтому сегодня уже не то, что не охраняют их иногда, а специально, бывает, даже уничтожают. Особенно на рыбоводных прудах. Пойдем посмотрим, как бакланы живут. Колония бакланов заметна издалека. Деревья выразительно белые, сильно контрастируют с зеленой растительностью вокруг. И хотя бакланов часто ругают за их нечистоплотность и прожорливость, стоит заметить, что вряд ли колония бакланов вредит природе сильнее, чем одна человеческая особь. Вот уже на этом дереве множество гнезд видно. Комки ветвей в кроне, скопления относительно небольшие. Можно было бы, глядя на птицу, подумать, что они крупнее, но вот такие вот гнезда. Да, и все покрыто пометом. О, а вот и кормовой объект. О, что это здесь у нас? Линь. Скользкая рыба. О, вот он. Или нет, или даже окунь. Линь, да, слизистый. Вот уже частично начала перевариваться голова, то есть птица его здесь отрыгнула. Либо для птенцов, либо даже просто, чтобы улететь, когда мы подошли, испугалась. Да, довольно свежий еще. Вот можно представить себе примерный размер предпочитаемого корма. Хотя и более мелкую цаплю ловят эффективно. Скорее всего, цапля. Ну, теперь останется другим лесным обитателем на земле. Что серьезно отличает баклана от человека, так это их неприхотливость к жилплощади. Крупная, казалось бы, птица способна жить в совсем небольшом гнезде. Даже сложно представить, как она там помещается, да еще и с птенцами. А вот такой не очень хороший эффект воздействия массовой колонии цапелей, особенно бакланов, на растительность.
Эта колония сюда переместилась совсем недавно. Растения еще полностью не погибли, но уже видно, что чувствуют себя очень и очень нехорошо. Помет покрывает листья, мешает фотосинтезу. Ну и с другой стороны, большое количество поступающих в почву с пометом веществ нарушает почвенный цикл. Микрофлора не всегда справляется, и из-за этого нарушается питание растений. То есть они еще и от корней начинают засыхать. Вот, поэтому, в общем-то, в перспективе здесь будет такая пустынная местность с погибшими деревьями, на которых будут какое-то время эти гнезда, пока ветки не обсохнут и не обвалятся. Колония сместится. Так что вот бакланы-убийцы атакуют. Баклан – рыбоядная птица и прекрасный ныряльщик. Нырять он может из полета и, ныряя с поверхности воды, добывать себе пищу. В странах Юго-Восточной Азии это умение используют. И рыбаки, в общем-то, используют бакланов, чтобы добывать рыбу. На шею птицы одевается кольцо, которое мешает ей проглатывать пойманное. Птица привязывается к лодке и отпускается. Ловит рыбу, проглотить не может, рыболов ее забирает. И так опытный рыбак за день может до 100 килограммов рыбы добыть с помощью своих пернатых подручных. Вот эта вот большая стая со стороны Днепра явно возвращается с рыбалки или с охоты, кому как больше нравится называть. Подкормились. Теперь возвращаются практически в район своей колонии. Здесь будут отдыхать. У бакланов рассученные перья, то есть не сплетено перо в единое опахало, как у других птиц, поэтому немножко быстрее, чем у других водоплавающих, намокает, и им приходится сушиться. Сушиться лучше всего, сидя на дереве или какой-то такой высокой присаде. Поэтому они регулярно возвращаются от водоема. Здесь обитает у нас 21 вид животных, которые занесены в Красную книгу, 7 видов птиц. Черный аист, белохвостый орлан, значит, кулик-сорока. Здесь очень большая популяция бакланов. Так, навскидку, примерно, доходит 4-5 тысяч, возможно. И здесь гнездятся, они на зиму улетают, весной прилетают, значит, делают выводки и здесь живут. В других местах практически их увидеть невозможно. Как-то им понравился, видимо, этот уголок природы. По пути к Днепру нам удалось встретить вот такое интересное водное растение. Водяной орех или чилим. Розетка с ромбовидными листьями такой характерной формы и довольно длинный стебель, до 5 метров. Растет в стоячих водоемах, в затоках, заливах крупных рек. Орехом называется неспроста. Вот его еще пока не сильно развитый плод. Такой немножко похожий на голову быка. Позже он разрастается еще больше и содержит в себе внутри довольно крупный такой крахмальный элемент, такое зерно, фактически орешек. Вот. Вполне пригодный в пищу, особенно в странах Юго-Восточной Азии. Популярно это растение, там его даже культивируют с этой целью и уже несколько тысяч лет в том же Китае. У нас, в принципе, тоже можно было бы употреблять в пищу, но, к сожалению, надо сказать, что у нас растение достаточно редкое, охраняемое, поэтому мы его изымать из природы, дегустировать не будем. И к тому же еще очень рано, еще пока не вызрели эти орешки. Кстати, что интересно, там вот еще достаточно молодые побеги видны. Вот здесь, из этой розетки. То есть размножается он чем-то наподобие даже как похоже немножко на землянику, многим знакомую, да, усами, но растет вот в толще воды. Все, будем возвращать его в природную среду. Корешки мы ему не повредили, все с ним будет хорошо. Некогда Днепр был важнейшей водной артерией. Первые упоминания о реке встречаются в документах V века до нашей эры. Что интересно, в разные времена Днепр носил различные названия. Так, например, древнегреческий историк Геродот называл его Борисфеном, что означает «река с севера». Древние римляне именовали Днепр Донаприсом, а славяне называли его Славутич. История Днепра очень тесно связана с известным водным путем из Варяг в Греки. В давние времена именно эта река соединяла Прибалтику с Причерноморьем.
Но окончательному освоению людьми Днепр не поддавался из-за большого количества преград, порогов в нижнем течении реки. Решить проблему смогло только строительство Днепровской ГЭС. После этого река окончательно поддалась людям, и преграды были преодолены, но не рыбами. Днепр. Река в Беларуси, России, Украине. Длина 2201 километр. Площадь бассейна 504 тысячи квадратных километров. Днепр – четвертая по длине и площади бассейна река Европы после Волги, Дуная и Урала. Имеет самое длинное русло в пределах Украины. Днепр – типичная равнинная река с медленным и спокойным течением. Имеет извилистое русло, образует рукава, перекаты, острова, протоки и отмели. Делится на 3 части. Верхнее течение – от истока до Киева, среднее – от Киева до Запорожья и нижнее – от Запорожья до Устья. Водный режим Днепра определяется хорошо выраженным весенним половодьем, низкой летней меженью с периодическими летними паводками, регулярным осенним повышением уровня воды и зимней меженью. В бассейне Днепра протекает 15 380 малых рек. В Днепре водятся почти все известные в Беларуси виды рыб. Отыскать место впадения Березины в Днепр пешком не удалось. В местных лесах слишком много биологических объектов, которые отвлекают и не дают добраться до цели. Попробуем проделать этот путь по воде. Итак, мы попробуем пройти по Днепру и найти устье Березины. Вот на этом самом судне. Все, вперед по руслу Днепра. Притоков Днепра невелико по сравнению с другими реками такой же величины. И распределение их по руслу очень неравномерно. Большая часть находится от истока до Киева. Березина – один из самых крупных притоков, и, надеюсь, мы скоро увидим ее устье. Год очень сухой, видно, что Днепр очень сильно обмелел. Вот эти берега раньше были вплоть до верхней кромки покрыты водой. Сейчас вода очень низкая, можно сесть на мель, так что надо двигаться очень осторожно. Но, к счастью, у нас опытный проводник. Не только цапли подъедаются на отмелях, вот и воронов увидели, и лису. Вороны, скорее всего, ради моллюсков сюда пришли. Вот, ну и лиса тоже что-то для себя пыталась найти. Берет начало в небольшом болоте Аксенинский мох на южном склоне Валдайской возвышенности у села Бочарова в Смоленской области России. С Валдайской же возвышенности начинают свое течение Западная Двина и Волга, так что Днепр – брат самой Волги. Вот колония гнездовая одного из 3 наших видов ласточек – ласточки-береговушки. Любят они обрывистые берега, и здесь на Днепре отличные возможности для них. Ласточка роет нору, в конце небольшое расширение, так называемая гнездовая камера, и там она строит, в общем-то, нормальное гнездо, выстилает травинками, растительным в основном материалом, немного перьев, пуха может быть, и откладывает яйца, высиживает птенцов, как, в общем-то, и другие птицы. Но вот благодаря такому устройству в норах гнездо хорошо защищено от хищников. То есть отсюда подобраться не просто с обрыва, с отвесного. Может, правда, там лисица или барсук прокопать с другой стороны, но тут они тоже, в общем-то, неспроста гнездятся колонии, то есть хищника они еще могут и прогонять такого опасного. Вот. Что интересно тоже, роют норы нигде попало, а видно, что такими практически местами даже почти ровными рядами идут, потому что вот видно, обрыв, по сути, почвенный срез, есть более плотные слои, которые хуже копаются, есть такие, которые лучше, и даже видно, что вот местами почти горизонтальный ряд норок идет. Коршун. Одна из самых легко отличимых хищных птиц, если немножечко, так сказать, заинтересоваться вопросом. У него хвост, как у ласточки, такой немножко вилкой. Больше у других наших хищников такого не бывает. Только у коршунов. Вот. Птица, в общем-то, не опасна для домашних птиц и так далее. Питается больше мышевидными грызунами. Если и ловит птенцов, то только совсем мелких, гнездовых, совершенно не самостоятельных. Уже более-менее крупные успешно от нее прячутся. Но в деревнях почему-то именно название этой птицы прижилось, и любую хищную птицу склонны называть коршун.
Причем независимо от размера, так сказать, и опасности для домашних питомцев. У нас они довольно-таки немногочисленны. Встречаются разрозненно, больших скоплений плотных никогда не образуют, поэтому, надо сказать, повезло немножко, что мы ее встретили. Вот мы и подошли к месту смыкания крупных рек. Туда Днепр пошел, а вот впадает Березина. Березина сейчас тоже мелкая, совсем не судоходная, но, надеюсь, несколько сотен метров пройти сможем. Вот по песку по илу идет борозда. Если проследить до конца, видно, что это ползет моллюск и оставляет за собой такой след. В данном случае это перловица. Основные наши самые крупные представители двустворчатых моллюсков. Беззубка, такая более плоская, широкая раковина. И перловица. Причем, что интересно, так вот они полупогруженными в грунт находятся, и на верхней части нарастают вот водоросли, скапливается песок, возникает целая экосистема. Тут даже если поковыряться, можно найти на старых раковинах таких сильно заросших личинок ручейников, вот, разных других водных насекомых. Даже какие-то уже вот трубчатые образования ручейники построили из песка. Вскрывать мы их не будем, но попробуем пояснить на примере уже погибших раковин, почему все-таки беззубка. Я нашел раковина уже погибших моллюсков. Вот это раковина перловицы. У нее перламутр потолще слой, поярче. И что интересно, вот здесь вот на ракушке у нее специальное приспособление, которое способствует смыканию и удержанию. То есть получается на одной стороне такая канавка из двух, в общем-то, таких продольных кантиков, а вот здесь один зубчик, который в эту канавку, соответственно, входит, когда раковина закрывается. А беззубка называется беззубкой не потому, что у нее там где-то зубов нет, а нету именно вот этого вот сочленяющего аппарата. У нее здесь края створки практически абсолютно гладкие, то есть никакого сильно выступающего зубца или пары зубцов у нее нет, поэтому и беззубка. Кто-то икру отложил, другие улитки. Вот уже мертвой перловицы еще одна раковина. Можно увидеть, что, в общем-то, поверхность раковины неоднородная, такие получаются, как полосы. Они, в общем-то, соответствуют известным годичным кольцам у деревьев. То есть можно посчитать по этим отрезкам, сколько примерно возраст. То есть здесь 1-й год, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й. И где-то на 8-м году жизни кто-то ее съел или просто высохла. Интересно происхождение названия слова «березина». Существует множество версий. Самая очевидная говорит, что название «березина» произошло от слова «береза». Но есть и более интересные. В частности, есть мнение, что «березина» могло произойти от названия «борзы», «быстрой», то есть течение реки было быстрым, стремительным. Сейчас, конечно, она плавная, но кто знает, что было несколько сотен лет назад. Березина. Правый приток Днепра. Самая длинная река, которая на всем своем течении расположена в Беларуси. Длина реки 613 километров, площадь бассейна 24 500 квадратных километров. Березина берет начало в болотистой местности севернее Минской возвышенности, в Березинском заповеднике. В 1 километре к юго-западу от города Докшице. Протекает в южном направлении по Центрально-Березинской равнине, впадает в Днепр около деревни Береговая Слобода Речицкого района. Среднегодовой расход воды в устье 145 кубических метров в секунду. В нижнем течении долина невыразительная, на всем своем протяжении сливается с прилегающей заболоченной местностью. В верхнем выразительная, трапециобразная, шириной 1-3 километра. На Березине расположены города Борисов, Березино, Бобруйск и Светлогорск. Березина – река наша, белорусская, чисто географически. А вот в мировом контексте настоящая знаменитость. И все благодаря Наполеону. Во время войны 1812 года отступающая наполеоновская армия понесла на Березине огромные потери. И с тех пор во французском языке слово «березина», топоним, стал синонимом крушения, неудачи, провала, неуспеха и так далее.
Мы бывали и у истоков Березины, не раз путешествовали по ее руслу, и было бы странно не увидеть ее устье. Сегодня мы осуществили нашу давнюю мечту. Посмотрели на место встречи двух великих рек – Березины и Днепра. И даже попытались обогатить местный фольклор трогательной легендой. На этой мажорной ноте должен сказать, пора прощаться. До встречи через неделю и новых открытий Терра Инкогнита в неизвестной Беларуси. С вами были Максим Немчинов и команда открывателей белорусского Междуречья. Пока!